помылись. Машинка блестит, чистенькая. Двигаем дальше, сейчас по объездной. Мини-биплы не боятся перемен. Маршрут перестроен. Пролетим. Поверните направо. О, неужели ты отдуплилась? Это без тебя-то узнай, как ехать. Давайте не отклоняться от сценария. Вы ушли с маршрута. Ну я знаю. Маршрут перестроен. Так что, ну, хоть есть с кем поговорить. Поверните направо. Да, поверните, в стенку, блядь, поверните направо. Ай, навигаторы эти конченые. Поверните направо. Ну, он же с ума сходит, смотрите. Поверните направо. Куда там что повернуть? Импровизируйте. О, видите, Мини-биплы не боятся перемен. Ага. Маршрут перестроен. крышняк Поверните рвет. направо. Стоит съехать был с дороги на мойку. Вернулся обратно, все. Началось у него. Маршрут перестроен. Конвульсии. Поверните направо. Да, поверните направо. Вот. Бля, кошмар. Не верьте этим навигаторам. Так, чисто дорогу посмотреть, как проехать. И все. Мини-биплы не боятся Надейтесь перемен. только на Маршрут себя. перестроен. Через 200 метров. Осталась соточка. Да, Челнов. Сейчас пойдем чуть-чуть поремонтируемся. Кое-что прикупил, увидел случайно в магазине. У нас вот тут был отломанный габаритик на прицепе, на полуприцепе. Вот этот вот, сейчас мы его с вами отремонтируем. Давайте сюда чемоданчик поставим, чтобы... А то тут дождик идет. Вот, прикупил вот такую пластмассочку. Вот так вот будет. Оп. И соберем, поставим. Так вот, а. Пообедали уже. Время пока отдыха у нас идет. Покрутим, повертим. Надеюсь, завтра мы попадем на разгрузку. Надо еще позвонить грузополучателю заранее, что говорит. Приехал, передо мной грузились, машина грузилась. Приехали, говорят, не позвонили, потом сутки стояли, ждали, пока их разгрузят. Сейчас набирал, может быть, обед, конечно, был. Блин, дождик идет, противно так. Ставим между Уфой и Челнами. Ничего, сейчас сделаем. И будет у нас ровный, нормальный фонарик. Она отвалилась. Так, давайте выключу пока, то неудобно одной рукой. Ну, вот так вот выглядит теперь фонарик. Ну, ничего, лучше, чем вот на этом хомутике он держал. Открылось. Чемоданчик с инструментами. Оп. Так, что тут у нас гремит еще? Нет, не гремит. Не гремит. Блять, что с той стороны еще не гремит так сильно. Едешь, прям окошки вот открыл. Было тепло. Блин, прям грохот стоит. Блять, нет. Нет. Блять, что-то... Площадка закрытая. О, видите, висела ведерко маленькая, соль лежала. Ведерко дырявое было, соль вытекла, блин, выкинул.
машина не очень грязная, как бы. Не очень чистая, но и не очень грязная. Пойдет. А и завтра мы доедем до разгрузки также. Сейчас глянем, что мы тут отстоялись, не отстоялись? Нет, еще не отстоялись. Еще не отстоялись, еще 5 минуточек. И поедем дальше. Ой. Снарядов калибром. Вон, доехали до набережных Челнов. Что-то мост стоит. Странно. Что там в реанимации полетели туда, и по встречке машина пошла. Речка пошла уже. Затончик еще во льду. А так уже лед трогается. Травка зеленая появляется. Нижнекамская ГЭС. Сейчас вот первый раз так на ГЭСе что-то я ползу здесь. Обычно пролетали. Ну сегодня еще у нас суббота. Кто может из города куда едут? Ну, тут еще и дорожники, понятно тогда. Понятно даже, что здесь такое. Водичка бульк. Уже скрылась речка. Ямки здесь нехорошие. Оказывается, я думал, что серьезное. Ничего серьезного нету. Вроде, по крайней мере, здесь все нормально. Сегодня у нас в планах доехать до Нижнего Новгорода, чтобы завтра долететь на разгрузку. Позвонил, записали на 3 часа нас, но не знаю. Это Москва, можно и не успеть. Потому что там по МКАДу нам ехать опять. Заезжать. И разгрузка с внутренней стороны МКАДа находится. По ходу движения будем там разгружаться. Да, все, вода уже практически. Рено Магнум КЗ опять в коротком замыкании. Летает тут. Будем дальше двигаться потихоньку. Время уже, конечно, у нас поздновато. 4. Ну ничего, будем катить. Дальше у нас Казан.
Казан брал, Астрахань брал, Шпака не брал. Так что будем двигаться пока. Надеюсь, последний день сегодня. Еду. Осталось у нас 300 километров до точки выгрузки. Вот подъезжаем к городу Владимир. Вот так он нас встречает. От Нижнего отъезжали, вообще было сухо, чисто. Ну и передали там в Москве то, что на 2 дня снег с дождем. На улице у нас 0. Ну, вроде как бы тает, еще такого скользкого нету. Идем нормально. Разгрузка у нас на 3 часа. Вот сейчас у нас время без 20:10. 300, ну как бы впритык, но идем вроде нормально. Посмотрим, что нам МКАД выдаст. Потому что Москва — это непредсказуемый город. Можно пролететь МКАД и днем, а можно и ночью в пробке стоять. Поедем, разгрузимся и на базу в Томилино сдавать машинку и отдыхать поедем. Коллега пускай выезжает. Дорога. Огонь вообще. Снег, лед, лед, снег. Камера 400 метров. Ограничение 60. Камера. А что у нас там? Внимание, камера. Ограничение 60. Светофор проезжаем, объезжаем. Так вот метет, метет, метет. Ветер идет, снег идет, все метет. Дорога, блин, мягкий. Вроде суббота, машин вроде поменьше будет. Ну, не знаю, посмотрим. Доедем. У нас осталось 50 километров до объездной Владимира. Региструемся. Будем сворачивать. Будем надеяться, что все будет у нас отлично. Сдали мы машину. Все приняли у нас. Механик принял, потому что сменщика не было у меня еще. Едем домой по Рязанке. Отдыхать. Все нормально. Полная машина у меня. Всего. Дали, да? Все до потолка докрутил. Пассажирском сиденье то же самое. Летим отдыхать. Отработали 6 месяцев. Блин, ну что могу сказать по итогам? Ну, плохого ничего не могу сказать. Зарплаты, никаких проблем. Никаких, не знаю, как сказать. Ну, короче, проблем никаких не было с оплатой. Все было нормально. Нигде не обманывали. Никаких ни задержек, ни удержек. Все нормально было. Уезжаем с Москвы. Тут прохладно, снежок с утра срывался. Поедем отдохнем, а там посмотрим, как, что дальше. Что там будет с заработной платой, что будет с окладами. Поднимут, не
поднимут, или так и останутся